Добрый день. Ага. Начинаем круглый стол в Общественной палате Республики Саха-Якутия на тему безопасное проживание граждан в газифицированных многоквартирных домах Республики Саха-Якутия, проблемы и пути решения. Ну, мы планируем рассмотреть вот в ваших выступлениях и обсудить три вопроса. Да, это внеочередное обследование систем газоснабжения и вентиляции многоквартирных домов, вот, вопросы установки газоанализаторов в существующих многоквартирных домах. И еще один вопрос, который вызывает у нас обеспокоенность, это прохождение инструктажа использования газового оборудования при смене собственника. Вот. Ну, здесь в работе нашего круглого стола принимает участие член Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Петрович Алексеев. И вот я хотел бы попросить его кратко выступить перед началом работы нашего круглого стола. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Уже стало традицией в Общественной палате обсуждать эти злободневные вопросы. И вот сегодня я тоже попросил как-то ускорить проведение данного мероприятия. У нас 14 февраля текущего года в Общественной палате Российской Федерации будет проведен круглый стол. Я являюсь членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам, и председателем является Игорь Леонидович Шпектор. Вы знаете, часть товарищей, он приезжал в нашу республику. И вот, в честь общественников можно сказать, что он буквально в конце года был награжден орденом Александра Невского в связи за общественную работу и в связи с 80-летием. Он еще является президентом Ассоциации городов Арктики и Севера. Ну и вот, значит, на данном круглом столе будет рассмотрен вопрос безопасное проживание граждан в газифицированных многоквартирных домах, проблемы и пути решения. Ну и для того, чтобы сегодня нам с вами обговорить и высветить те проблемные моменты в решении данной проблемы и с тем, чтобы все постановочные вопросы нам с вами сегодня это все обговорить, и с тем, чтобы уже с учетом ваших мнений, потребностей и необходимости в этом наших хозяйствующих структур выступить на заседании круглого стола и на заседании комиссии Общественной палаты Российской Федерации. На заседании Общественной комиссии постоянно присутствуют все представители федеральных органов, значит, правоохранительных органов, надзорных органов, поэтому, значит, круг бывает очень большой, серьезный, и мы с вами таким образом вынесем все наши проблемы на суд не только общественности, но и всех федеральных органов исполнительной власти, и все эти проблемы потом ложатся на стол председателю правительства Медведеву и президенту Путину. Ну, в принципе, у Игоря Леонидовича такой стиль работы, он все проблемные вопросы выкладывает и добивается их реализации. Поэтому вот хотелось бы в сознании всех этих проблем выйти на данный круглый стол и, значит, обговорить эти вопросы. Многие вопросы связаны у нас с нормативно-правовыми актами, некоторые в решении тех или иных проблемных вопросов, пусть это будет и перенос ветков, пусть это будет и сегодня, значит, связанные вот с запретом обслуживания газового оборудования по истечению сроков давности, газоанализаторы и так далее. Вот я думаю, что сегодня вы все специалисты, старки, и потом мы уже с вашей помощью обговорим все наши проблемные вопросы с тем, чтобы вынести на уже федеральный уровень. Спасибо. Так, вот и в начале нашего круглого стола мы просим выступить ветерана системы жилищно-коммунального хозяйства республики, вот, Джамсоева Умара Христофоровича о проблемах проживания граждан в газифицированных многоквартирных домах. Значит, я начну с того, что смотрел телевизор и все эти взрывы и предложения, которые там были, да? Дошли до того, что это какие-то вакуумные бомбы и так далее. Вот. Потом мои соседи, я староста 2 домов, 34-34-1,
сказали, что мы живем на пороховой бочке, потому что на первом этаже магазин «Звезда», на первом, на втором этаже печки стоят, не стоят, но все заняты, как его, кладовыми и, как его, торговый зал. Трубы стоят, и как их можно демонтировать? Ну, вот с этим вопросом я сюда обратился, они меня позвали, и я потихоньку решаю этот вопрос. Вот, если здесь есть, как его, представители, которые эксплуатируют, потому что все письма я пишу в строительную компанию ООО ЖКХ «Строительство», а ответа нету. Если я по электроэнергетике добываюсь какие-то ответы со стороны Якутскэнерго, то здесь я даже не знаю, куда обращаться дальше, чем в своей управляющей компании. Здесь они не отвечают. Так, живу я в Якутске с 92-го года. 1990. Раньше я Саймякон сюда пришел, да? Вот. И когда мне дали дом господин Тамтосов, мне печка, и меня проинструктировали, как пользоваться. С тех пор никакого инспектора, ничего, даже кран никто не может проверить. Почему это так, я не знаю. Вот об этом все знают сейчас люди в связи с этими взрывами и беспокоятся. Вот как решить эту проблему, это вот скажут, как решалось раньше. Вот, может быть, зона обслуживания неправильно распределена или я ничего, но я могу предложить, чтобы даже комфорт на печь, на плите эти были как его в зоне обслуживания. Пускай будет это 5 рублей больше, но это будет безопасно. Вот. Другое предложение есть. Вот, идут разговоры такие, что газоанализаторы будут ставить в квартирах. Газосчетчики будут ставить в квартирах. Вот подобный пример. Электросчетчики стоят в подъезде. Для газа требуется труба и коробка с другой стороны этого, как его, с другой стороны подъезда. И все, я примерил, все это возможно. Чтобы как его, там поставить вот эти, где опасно. Это выключатель, вот этот кран, и это газоанализатор, и это счетчик, газосчетчик. Они должны вне квартиры, вне. Но тогда им будет вытяжная будет работать труба металлическая, и все будет нормально. Вот такое мне предложение. Я бы хотел узнать вот, от нашей республики, туда едут что-то добиваться. Ну, прежде чем вот это внедрить, все предложения, я вообще-то мало знаю, не общался пока. Но для этого нужен программа нужна. На основе программы составить проект, на основе проекта составить документацию, где мы будем знать, сколько стоит эта работа, сколько можно с граждан собрать, а столько с финансового. Вот тогда бы мы, как и распределили, иначе, как и это все возьмут, и это будет как и очень дорого обходиться простому человеку, который живет в этом. И так долгов много, и там еще будут набираться. Есть предложение, которое я слыхал тоже. Вот как ее газовые плиты убрать, поставить электрические. Вот энергетик сидит, он вам точно расскажет. Значит, прежде чем увеличить нагрузки, надо увеличить сети. Прежде чем увеличить сети, надо их покупать, а это выбрасывать. Это сети одно, а там. Поэтому вот это Якутскэнерго нам скажет, что это будет намного дороже, чем предлагаю я. В подъезде трубу и коробку. И все. Поэтому надо рассмотреть вот это предложение, надо в программу внести, если эта программа, я думал, наше правительство утвердит. Товарищ сейчас едет, там может это. Но если эта программа будет утверждена на уровне правительства, то
они рассмотрят как его источник финансирования, не полностью с людей, которые там живут, да? С бюджета откуда-то или еще какие-то найдут. Вот, я согласен, сейчас они работают, безработные, согласен сотрудничать бесплатно с теми, кто будет составлять программу и экспертизой этой программы, и экспертизой проекта. Я работал, как его, кроме МинЖКХ, и штатным инспектором, проектом, приносили все время сами трудные как его проекты. И мы там выходили очень быстро, хорошо, всем было понятно. При этом нас поймут люди и так далее. А если мы будем, как его, пришли, отключили газ в жилом доме, это не проблема жильца, а это проблема газа. Газ не проверяли, и у жильца отключили. Я считаю, что это проблема эксплуатации. И это не проблема жильца. Проблема жильца — это когда дом его валит. Кто меня называет собственником квартиры. Какой я собственник квартиры? Квартира моя — это городская. Мало что я собственник, меня написали. Ну что, я с собой на тот свет возьму, что ли? Поэтому надо следить за этими все и делать и капремонт вовремя оплачиваем, и обслуживание тоже. Вот такие мои короткие предложения. Что-то я не ждал, что меня сегодня так пригласят, поэтому я быстренько то, что смог собрать мысли. И я еще раз повторяю, я готов своим коллегам в Министерстве ЖКХ, если они составляют, если Минстрой составляет, туда тоже пойду. Там все меня знают. Но вот эту без проекта, проектно-сметной документации и без установления стоимости общей, трудно разговаривать. Трудно всем разговаривать. Все на этом. Так, ну, слово предоставляется члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия Анне Павловне Покровской. Ну, проблема газоснабжения, она, в принципе, родилась не сегодня и, скажем так, не вчера. Дело в том, что как только возникло потребление газа, значит, эти проблемы имели место быть. Значит, правительством Российской Федерации разработан ряд нормативных документов, имеется федеральный закон о газоснабжении. Вот, разработаны нормативно-правовые акты о безопасных мерах при пользовании газом, в частности, в многоквартирных домах. Да? Это вот 410-е постановление от 14 мая 2013 года. Оно известно как управляющим компаниям, так и, значит, ресурсоснабжающей организации в лице Сахатранснефтегаза. Поскольку, значит, там вопросы затрагиваются по технической диагностике, то есть продление сроков эксплуатации уже устаревшего газового оборудования в домах. Вот. Но, кроме всего прочего, значит, это, в принципе, вопросы, они все известны. Значит, газ должен, как говорится, использование газа должно четко регламентироваться. Во-первых, я хочу сказать о том, что инструктаж населения, значит, это у нас является такой точкой, можно сказать, которая приобретает уже в последнее время очень серьезное значение, поскольку, значит, существуют дома, куда въезжают, там, значит, там дома предоставляют, квартиры предоставляются, скажем так, не совсем социально ориентированным гражданам, вот, из числа переселенцев из аварийного и ветхого жилья, которые, прямо говоря, отлынивают и всячески увиливают от прохождения инструктажа. Им, видите ли, у них нет времени доехать до, значит, управления газораспределительных сетей и прослушать, значит, этот инструктаж и поставить свою роспись. Это во-первых. Во-вторых, действительно, при смене собственника, значит, квартиры у нас активно включены, так сказать, в товарооборот. Это наша недвижимость. Активно продаются, значит, активно приобретаются, вернее, и приобретаются.
Вот. И при смене собственника, между прочим, никогда не возникал вопрос о том, чтобы новый собственник также проходил инструктаж по пользованию газовой плитой и даже в тех домах, где установлены индивидуальные газовые отопительные котлы. Вот. И где установлено в том числе и крышное отопление. Новые собственники инструктаж не проходят. Это, так сказать, недоработка, я считаю, в данном случае, если не ОГРС, то акционерного общества Саха-Транснефтегаз. Ой, Саха-Нефтегаз. Вот. Значит, и это действительно существенная недоработка прохождения инструктажа всеми вновь прибывающими жильцами. Во-вторых, значит, вот если мы обратимся к 410 постановлению, да, о мерах по обеспечению безопасности при использовании газа в многоквартирных домах, здесь черным по белому написано, что главным условием безопасности является работа вентиляционных систем в домах и систем дымоудаления. Существует этими правилами определен порядок, когда, значит, управляющая компания обязана проводить осмотры не реже 3 раз в год этой вентиляционной системы, не позднее 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее 7 дней после окончания отопительного сезона. Эта обязанность возлагается на управляющую компанию. Значит, управляющие компании все как один поголовно эту обязанность не исполняют. Вентиляционные системы у нас во многих домах, они просто-напросто не работают. Особенно это касается новостроек, это идут уже дефекты строительства, и касается домов, которые уже давно эксплуатируются. Идет засорение вентиляционных каналов, в новостройках идет, значит, переоборудование, перепланировки и прочее, когда эти вентиляционные каналы просто убираются. И никто за этим не следит. А с другой стороны, в этом постановлении правительства 410 от 14 мая 2013 года записано, что ремонтом вентиляционных систем занимается организация, имеющая лицензию на право проведения таких работ. У нас в республике, не говоря уже о том, что в городе Якутске, по всей республике таких организаций, которые осуществляли бы такую лицензионную деятельность, у нас попросту нет. У нас ведь как получается? Делаешь заявку в управляющую компанию, приходит или сантехник, или плотник, прижимает бумажку к отверстию вентканала. Вот. Если бумажка, значит, прилипла, не падает, значит, все нормально, все работает. Да? Вот. Если она, значит, не хочет там оставаться, на этом вентканале, говорят, открывайте форточку. То есть, понимаете, вот если у нас за окном минус 45, минус 50, да, это очень сложно находиться на кухне при открытой форточке. Даже если горят все 4 конфорки и что-то там, значит, варится. Поэтому вентиляция – это второй основной вопрос, даже я сказала бы, самый основной вопрос работы вентиляционных каналов, систем вентиляции в многоквартирных домах – это вопрос первой важности. И мы, в принципе, можем поставить вопрос перед Общественной палатой Российской Федерации о том, что, можно сказать, даже повсеместно не исполняются требования вот этого постановления 410-го. Отсутствуют специализированные организации по ремонту и очистке вентиляционных каналов. Значит, отсутствует система их лицензирования. Вот. Значит, управляющие компании, они не всегда представляют, что такое вентиляционная система, как она должна работать, потому что там есть свои, так сказать, регламентирующие условия. Вот. Я думаю, что нам в решении сегодня надо будет записать именно тот аспект,
вернее, акцентировать внимание на том, что по Российской Федерации в большинстве регионов, я, конечно, не говорю, что во всех регионах, в большинстве регионов отсутствуют специализированные организации, имеющие лицензии на производство, на выполнение работ по очистке и ремонту вентиляционных каналов многоквартирных домов. Эти лицензии, как записано в этом постановлении, выдаются органами пожарной безопасности, то есть органами МЧС. Получается, в данном случае МЧС у нас бездействует. Они взяли на себя пожарную охрану, пожарную безопасность и забыли, значит, они, можно так сказать, разработать порядок лицензирования и создания вот таких специализированных организаций. И, значит, я бы, если тут возникает вопрос, что собственники помещений, это, значит, отразится на повышении платы за содержание жилья, жилого помещения, да, но я считаю, что этот вопрос, так сказать, с точки зрения безопасности вообще не должен рассматриваться. Вентиляционные каналы, вентиляционные шахты должны быть в порядке, вентиляция должна работать, и причем не только при открытых дверях и форточках. Мне, например, сегодня позвонил потребитель, наше общество защиты прав потребителей, обращаются как раз жильцы, у которых есть проблемы именно с вентиляцией. И таких обращений много. Даже сегодня мне позвонил потребитель, ЖКХ строительная, пришло проверять вентиляцию, видимо, какие-то подвижки все-таки есть в этом направлении. Проверили при закрытых дверях и форточках, значит, у них показало на приборе, значит, движение воздуха 0,29. Вот. Через полчаса, говорит, они пришли, сказали, откройте дверь, откройте форточку, значит, сделали замер, получилось 1,7. То есть вырастает в разы. Но дело-то в том, что как мы можем жить при открытых дверях и форточках? Вот. Значит, я считаю, что вытяжной канал, он должен работать в условиях севера и, так сказать, не в условиях сквозняка. Но все это, конечно, специализированные организации и прочее. Значит, я, например, считаю, что когда потребители вот обращаются к нам, да, значит, я знаю одного потребителя, который безрезультатно боролся с управляющей компанией Прометей Плюс в плане того, что у него не работает вентиляция. Значит, несколько судов выиграл, несколько судов проиграл, в итоге вентиляция у него так и не заработала. Вот. Значит, УГРС, когда проводит технический осмотр газового оборудования в квартире, они смотрят за состоянием вентканалов и пишут у себя в журнале, что не работает вентиляция. Значит, у них есть право, если в доме не работает вентиляция, отключать газ. Вот. Значит, поэтому я думаю, что все-таки нам надо как-то активизировать работу на уровне, причем Российской Федерации, по созданию специализированных организаций по ремонту и проверке состояния вентиляционных каналов, вот, и, так сказать, создать вот эти вот специализированные организации с тем, чтобы управляющие компании уже обращались к ним. На сегодняшний момент мы потребителям советуем делать таким образом, у которых не работает вентиляция. Значит, мы знаем, что любая проектная организация имеет право проводить строительные экспертизы. И мы советуем, значит, потребителям обращаться для обследования в эти проектные организации, если имеется там инженер-вентиляционщик. Значит, и, естественно, расходы на проведение такого обследования, они будут ложаться прямиком на управляющую организацию в данном случае. Вот. И, естественно, уже идет понуждение к выполнению работ по устранению недостатков работы уже только на управляющую компанию.
Вот я о чем сегодня хотела сказать. Ясно. Так, следующее выступление руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Натальи Гавриловны Чусовской. Значит, управление осуществляет контроль, да, за деятельностью управляющих компаний и обслуживающих организаций. Значит, в жилищном кодексе установлены обязанности управляющих компаний заключать договора на техобслуживание по внутридомовому газовому оборудованию. Так? За отсутствие таких договоров есть ответственность. При этом ответственность несется от 500 тысяч рублей. Это нарушение определенных требований. Что касается договоров на внутриквартирное, да, газовое оборудование, то на сегодняшний день, значит, такие договора должны заключаться непосредственно самими собственниками, и при этом никакого контроля нет. Так? И более того, значит, все вот эти работы по техобслуживанию должны выполняться специализированными организациями. На сегодняшний день у меня в реестре таких организаций 5. Из них 2 по техобслуживанию, 3 на диагностирование. По данным Сахаташнефтегаза, 36 таких организаций у нас заключили договор, но при этом они у меня в реестре не стоят. Они должны мне просто уведомить о начале таких работ. Больше ничего. Так? Далее, значит, установлены в 410-м требования к таким специализированным организациям. Требования касаются, прежде всего, наличия образования, аттестации, да, у работников, наличие оборудования, поверенного и определенного оборудования, но при этом никакого контроля за соблюдением вот таких требований, которые предъявляются специализированным организациям, на сегодняшний день нет. Нормативно это не регулировано. Этот вопрос уже выносился, да, уже обсуждался и после трагедии, да, которые случились, что на сегодняшний день действительно нет контроля за специализированными организациями. То есть на сегодня любая организация рога и копыта заявится, скажет, вот мы такие-то, при этом какой штат, какая квалификация работников, аттестованы ли они, да, по определенным видам работ. Так? Никто не проверит. Никто не проверит на сегодня. А при этом они заключают 36 организаций, которые действуют. А при этом соответствуют ли они требованиям, которые установлены в 410-м постановлении, нет. Теперь, значит, действительно, после таких трагедий, да, ставится вопрос об изменении 2 договоров. Договоров на техобслуживание по внутридомовому газовому оборудованию и по квартирному. Потому что получается, если по домовому газовому оборудованию обязана заключить управляющая компания договор, а получается, например, по квартирному оборудованию другая организация, да, получается на одном доме 2 организации специализированно работают. При этом мы прекрасно знаем, что по квартирным собственники не заключают, никто за этим не контролирует, да, и действительно сейчас то, что довод о том, что никто не приходит за столько-то лет, это действительно так. По квартирно никто не приходит, не смотрит. Только там, где есть Сахатранснефтегаз, УГРС, да, они ходят по своим домам, где у них заключены договора. При этом за внутриквартирное от крана и электроплита и гибкий шланг это в ответственности, зона ответственности самого собственника. Действительно, правильно сказали, никто повторный инструктаж и смене владельцев не проходит. Никто не контролирует данный процесс. Мы в этом направлении только можем работать, информировать граждан, что необходимо соблюдать технику безопасности. Так? Правильно? Только строго ручники работать. Чтобы заставить каждого человека, у кого в квартире газ, найти специализированную организацию, более того, самому проверить, соответствует ли эта специализированная организация требованиям, он не сможет. Не сможет. Поэтому сегодня правильно ставится вопрос о объединении 2 договоров. Что касается, по новостройкам понятно, там уже без инструктажа газ не подключит. Хоть даже одна квартира не прошла, стоят, газа не подключит. Значит, у нас действительно сейчас уже новостройки идут выше 10 этажов, да, 16 максимально. И там специально относится к противопожарным мероприятиям система дымоудаления. Действительно, данную систему должна обслуживать специализированная организация. Что касается Леншафт,
это уже зона ответственности управляющих компаний, которые обязаны ежегодно, да, 2 раза осматривать, при аварийных ситуациях неочередные осмотры проводить и планировать работу свою по ремонту, если там какие-то повреждения выявятся. Это зона ответственности управляющих компаний. Вот. Но управляющие компании же могут заключать договор со специализированной организацией по ремонту вот этих вентиляционных систем. Это, ну, договор подряда, если есть у нас такие Да, организации. тут да, так и написано, специальные. что в соответствии 730 статья ГК это как раз договор бытового подряда. Да, и вот ну, то, что, значит, вентиляция у нас естественная, да, то есть она работает, когда у нас открыта форточка. Ну, это обычно в нашем 9-этажном. Это проектом предусмотрено. Поэтому у нас квартиры, да, мы прекрасно знаем, мы просто в вакууме. И двери, да, чтобы не видно ни один, не дай бог, там сквознячок, и оконные блоки, да, все мы замуровали себя. Естественно, никакого движения не будет. Поэтому нужно открывать форточку, когда газ включен. Это техника безопасности. Это инструкция по эксплуатации многоквартирным домом. Решок должен быть. Да, действительно, у нас граждане закрывают каналы, да? Граждане закрывают даже клапаны воздуха, которые предусмотрены по проекту. В части вот этого, да, должны то же самое зона ответственности управляющих компаний, которые должны делать обходы и смотреть. При выявлении, значит, если сами не устраняют, то, естественно, есть орган контроля и надзора, то есть управление, которое будет принимать меры в отношении таких граждан, которые незаконно, самовольно делают перепланировки, переустройства, да, связанные с ландшафтами. Вот. На сегодняшний день, значит, управлением проводятся проверки внеплановые в отношении всех управляющих компаний ТСЖ. Это у нас по поручению правительства Российской Федерации, по всей России. Органы жилищного надзора проводят проверки именно вот в части соблюдения требований по газу. Я хотела бы добавить, вот, и, значит, я, в принципе, полностью согласна с тем, что вы сказали, но хотелось бы мне все-таки уточнить вот такой момент. Ко мне, значит, когда приходили с ОБРС проводить технический осмотр, значит, выявилось, это было года 2 или 3 назад. Значит, они установили, что не работает вентиляция при закрытых дверях, форточках, не притягивает, даже салфеточку не притягивает, да? Вот. Записали в журнале. Я посмотрела, значит, в гарантии требования вот к этим вентиляционным шахтам. И для себя я узнала, что труба вентиляционная должна быть выше метра над поверхностью. Я залезла к себе на чердак, у меня труба, да, это вот 112 серии, труба чуть выше коленки. Это что, метр? Вот. Я тогда позвонила в управляющую компанию ЖКХ Губинский, я им сказала, что мне надо увеличить высоту вот этой трубы. Вот. Значит, управляющая компания пришла, ну, работник за сутки почесала, я говорю, ну, надо вот как-то делать. Ты или трубу сюда приспособь, или что? В итоге, значит, он притащил отрезок канализационной трубы пластиковой. Мы ее туда, значит, поставили, вокруг запенили, она у меня почти, значит, до потолка чердака стоит, да? И что вы думаете? При закрытых дверях и форточках, да, значит, у меня, к сожалению, нету вытяжки на кухне, да? Просто руки еще не дошли у самой, это ясно. Но когда вот у меня окна парят, ну, конденсат образуется, пар, да, за ночь уходит при закрытых дверях и форточках. Понимаете? Вот я посмотрела в гарантии, что вентиляционная труба над поверхностью должна быть выше метра. Я попросила управляющую компанию это дело не... Да, нарастить, поскольку у меня последний этап. Поставили трубу. Стало работать лучше. Потому что за ночь у меня тот пар, который на окнах на кухне, он у меня за ночь уходит. Вы сами подтвердили, что это как раз управляющая компания может. Нет, но дело-то в том, что
я не согласна, что у меня стоит отрезок канализационной трубы, поскольку, значит, я считаю, что этим должны заниматься специалисты, что подтверждается 410-м постановлением, да, и ставить не отрезки канализационных труб, а делать все так, как положено. Ну, если у управляющей компании нет Можно профессионалов, я то они должны заключить. Да, договор, это специализированная организация, но Так. эта специализированная организация Можно должна я иметь скажу? лицензию. Так, представьтесь, пожалуйста. Я как раз Вот МЧС. директор управляющей компании, то есть, которая Анна Павловна говорит, да, ну, я вообще на отрез не соглашусь по 112 серии. Там конструктив вообще другой. И вы говорите про канализационную трубу, это совсем другое. Нет, Это ну не меня вентиляция. поставили. Это не вентиляция. Да, увеличили. Да, вытяжку. это я знаю. То, что вы поставили, это канализационная труба. Ну, Вы не путайте это канализационную трубу и вентиляционную шахту. Фановая Вентиляционная труба. шахта это... А? Вы говорите о фановой. Да, да. Вентиляционная труба как раз таки это на крышу выходит. И, ну так сделайте ее нормально. Не тогда. трубой выходит. Не Анна Павловна, канализационную трубу. я вам посоветовал бы, да, это Не, давайте тогда, давайте, вы закончили, да, свое? Порядке мы И тогда. еще Ага. один вопрос Ага. я хотела Сейчас, затронуть ага. насчет диагностики. На сегодняшний день время проведения, финансирования, да, работ по диагностике возложено на собственника. И с этим возникают проблемы. Это нужно провести общее собрание, это нужно собрать всех, да, и решить. В основном люди не соглашаются на дополнительные, да, расходы. Если даже принимают решение, потом, когда с кем-то заключает организацию договор на диагностике, у кого-то не бывает на месте, да, и получается, не могут выдать заключение и так далее. Кроме того, просто заключение – это не окончание всех работ. Заключение обязательно бывает ремонт, что необходимо провести какие-то ремонтные работы. Это опять же дополнительные расходы, которые ложатся на плечи собственника. Опять же, собственники должны провести общее собрание, опять же, определить источники финансирования и так далее, да, и выбрать подрядчика. Поэтому в этой части, возможно, вот эти работы по диагностике, все-таки, чтобы они вошли в плату за содержание и ремонт общего имущества, чтобы не собирать собственников, чтобы не растягивать время, да, проведения вот этих работ по диагностированию. Чтобы в жилищный кодекс внесли, да, именно работы по диагностированию в состав. Зачем кодекс-то? Дело в том, что мы как раз разбирались вот летом по технической диагностике газового оборудования, да, значит, и как раз обращались мы в прокуратуру города Якутска, получили ответ, что техдиагностика внутридомового за пределами квартиры оборудования, она должна входить в состав технического обслуживания, той платы, которую вносит собственник. Вот. Это письмо прокуратуры есть. За подписью. Не могли так написать прокуратуру? Я принесу вам это такое. Это Значит, вот да? проблема вот Потом, такая. значит, прокуратура дала задание. Всё, да? Именно, по-моему, Давайте, товарищи, да. у меня Чтобы есть предложение, у муниципалитет- нас очень много выступлений, да? Поэтому у меня есть предложение выслушать все выступления, потом сделать общее прения. Да, и на этих прениях подготовить заключение. Прийти к какому-то единому мнению. Так, просим выступить руководителя Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому. Не пришел, да? Ну ты говорила, все есть. Так, ну его нет. Да. Тогда просим выступить первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия Емельянова Вячеслава Павловича. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Вот, что касается ответственности по внутридомовому газовому оборудованию, в свое время, в прошлом году, если не ошибаюсь, в ноябре месяце отраслевой федеральный орган исполнительной власти, это Минстрой ЖКХ и Российская Федерация, собирали предложения, да, от субъектов Российской Федерации о, значит, повышении ответственности пользователей, непосредственно собственников многоквартирных домов. Мы вот с Натальей Гавриловной, извиняюсь, значит, прорабатывали этот вопрос, это было в ноябре прошлого года, и одним из проблемных вопросов мы отметили это внутриквартирные газовые котлы. Да? Вот в новостройках особенно вот это сильно значит, акцентировано внимание в этом, да, в связи с того, что новые собственники бывает, что
что очень долго, так скажем, не заселяются, не запускают котлы, и из-за этого, значит, начинается промерзание соседних квартир, дискомфорт у соседей. Давайте так. Как вы знаете, 354-м постановлением правительства Российской Федерации подпункт Д, пункт 35, значит, говорит о том, что собственник не имеет права, значит, вмешиваться в инфраструктурные элементы внутри квартиры, которые, значит, привели бы к снижению температуры, значит, внутри многоквартирного дома ниже 12 градусов. К сожалению, это имеет место быть, соответственно, ответственности в Кодексе административных правонарушений, ответственности за это собственники не несут. Вот. Соответствующее предложение в Минстрой ЖКХ мы направили в ноябре прошлого года. Вот дополнение Умара Христофоровича Джиоева, да, то, что он говорил в части того, что перехода с газа на электроплиты, да. Вот недавно председатель правительства принимал гражданина Егоров Пантелеймон Романович, он обращался к председателю правительства с таким вопросом. Перейти на тариф электроэнергии, я имею в виду, да, как для потребителей, у которого нет газа. Ну, соответственно, тариф ниже примерно на рубль, да, соответственно, чтобы снизить коммунальные услуги. Но в итоге мы провели совещание, вот Наталья Галина тоже присутствовала, у министра энергетики, да, вот, объясняя, ну, так скажем, дополняя, наверное, да, Умар Христофорович, хотел бы сказать, что полностью, значит, исключить потребление газа, это, ну, колоссальные затраты. Затраты, которые прежде всего коснутся всех собственников многоквартирного дома. Это полностью исключение газа, это разработка проектно-сметных документов, это прохождение экспертизы, это перепроектировка, это увеличение, значит, это заново новое технологическое присоединение к электрическим сетям с учетом нагрузки. Это полная реконструкция внутриквартирных сетей, ну, электропроводки, я имею в виду, с учетом сечения провода для того, чтобы обеспечить также безопасность и электробезопасность, пожарную безопасность. То есть вопрос на самом деле очень остро стоит, да, и, к сожалению, значит, население, ну, так скажем, не осведомлено, значит, и я считаю, что в этом плане нужно очень вот, всеми доступными способами проводить разъяснительную работу среди населения. Ну, вкратце у меня все. Спасибо. Так, просим выступить руководителя управления газораспределительных сетей акционерного общества Сахатранснефтегаз Ивана Константиновича Макарова. Иван Константинович Метов, У меня так. начальник управления газораспределительных сетей Томский Антон Михайлович. Томский Антон. Во-первых, благодарю за то, что поднимаете такие вопросы, идет обсуждение. Я сегодня очень доволен. Мне, грубо говоря, даже добавить нечего. Все те моменты, которые мы говорили с 2016 года, все уже знают, очень хорошо сказали и про вентканалы, и про техобслуживание. Ну, все-таки я вот некоторые вещи, да, вот свою позицию скажу. Касательно вентканалов, действительно в 410-м есть обязанность управляющих компаний, но не прописана обязанность кому, в какие сроки, кто должен контролировать. Поэтому это не работает 100%. Мы, Сахатранснефтегаз УГРС, да, как все равно организация, которая тоже соблюдает 410, мы требуем у них, но не предоставляем. Прав у меня обязанностей, ну, прав сегодня у них нет. Они так и говорят. Ну, потому я и сижу, да, вот, грубо говоря, напоминаю каждый раз, что 3 раза правильно сказали. За 7 дней, в середине и за 7 дней после окончания. Они делают, даже если делают, да, вот, они эффективно делают. Есть проблема сейчас того, что сейчас считают пластиковые окна, дом абсолютно герметичен, вытяжки нет. Здесь я абсолютно поддерживаю вашу позицию, что у нас вытяжка должна быть. Без вытяжки, грубо говоря, это первый этап возникновения нехороших ситуаций, так скажем. Здесь само собой, вытяжная присутственная вентиляция должна быть обязательно. Это как раз таки к норме строительства вот в наших условиях. Не может наш сегодня гражданин позволить себе, чтобы форточка была открыта, или даже вот этой вытяжки, которые сейчас ставят, все закрывают. Ну правильно, я бы себе тоже закрыл. Очень холодно становится. Даже если не холодно, то очень много газа сжигается или того же тепла, которое у нас очень дорогая.
Так, теперь касательно выполнения работ по техобслуживанию. Вопреки расхожему мнению, я вам скажу, что монопольного права у Сахатрак-Нефтегаза сегодня нет. Очень большая конкуренция в сфере техобслуживания газового оборудования. Это и частного жилфонда, а теперь и многоквартирных домов. Это большая проблема на самом деле. Потому что, как вот у ГСЖ тоже меня как бы тоже оговорились, нету сегодня механизма контроля за ними. Над нами есть механизм контроля, потому что мы юрлицо, мы гарантирующий поставщик, мы говорю, со всех сторон мы подконтрольны. Те организации, которые, ну, вы удивитесь, сегодня любой человек может создать ОСКУ, даже не имея в своем составе ни специалистов, ни соответствующего оборудования. Ну, грубо говоря, один директор, да, с папкой, создать организацию и начать заключать договор с управляющими компаниями может. Это в нашем городе, к сожалению, есть. Механизма контроля на них нет. Условно говоря, есть требования, что у них должны быть специалисты. Не прописано, какие специалисты, да, сколько их должно быть на Группа единицу, допуска. да, ну, по допускам там написано, что многозапасная работа, но это понятие опять-таки растяжимо. Какое образование, какое оборудование ничего не прописано. Даже если сегодня или прокуратура, и ГУС на них запросят, они, грубо говоря, корочки, ну, свое образование отправят, и никто на них воздействовать не сможет. Это вакуум, да. Никто сегодня, даже прокуратура не сможет у них затребовать, сколько они попали в квартиру. Условно говоря, они фиктивные акты отправят, и все, они защищены. Никто за ними не ходит, не проверяет. Вот эта проблема на самом деле есть сегодня. И все они исходят из наших расценок и, ну, грубо говоря, на 5-6 рублей ниже предлагают. И недобросовестные управляющие компании идут. Именно недобросовестные управляющие компании. Те управляющие компании, которые не хотят с нами работать по части обеспечения безопасности, такие как Арсенал Плюс, там, ну, такие, которые устали, которые не могут обеспечить проведение техдиагностирования, думая, что, уйдя в другую организацию, мы перестанем, ну, не будем иметь права требовать у них техдиагностирования. Они ошибаются. Как поставщик газа мы тоже имеем право требовать. Мы эту работу, как начали в 2015 году, мы его доведем до логического завершения. Это касательно техобслуживания. Ну, еще надо сказать про техдиагностирование. Качество техдиагностирования, ну, очень плохое. На сегодняшний день есть общее понимание, что техдиагностирование надо проводить. Я со всей ответственностью заявляю, что ни один дом, который на сегодня, с 2016 года, прошел техдиагностирование, сразу не получил, то бишь, право дальнейшей эксплуатации без ремонтных работ. Ни один дом. Это говорит о том, что наша позиция была правильная. Ну, порядок такой. Сперва техдиагностика, экспертная организация дает заключение, что при устранении таких-то замечаний они, возможно, дадут. Управляющая компания идет в ту организацию, с кем у них договор, заключает договор на ремонт, а повторяю, договор техобслуживания включает еще и ремонт. За дополнительную сумму производится ремонт, предоставляет организация, проводящая ремонт, экспертной организации. Если экспертная организация посчитает, что вид работ, а также предоставленные предписания соответствуют по объему, то они дают дальнейшее право эксплуатировать, ну, максимум на 5 лет. Очень хорошо, что администрация города Якутска, а именно СГХ, очень правильную позицию держат сегодня. Они с фондом капитального ремонта составили и уже в этом году запустят пилотный проект по ремонту домов. Напомню, техдиагностика может дать только на 5 лет, а после капитального ремонта полная замена на 30 лет про техдиагностирование можно забыть. Это очень правильно, очень хорошо, но здесь возникают проблемы с ПКР, как вот на Сендеров 2, наверное, слышали там проблемы. Некачественно проведенная работа, а именно цены низкие, само собой на свободном рынке демпингуют и заходят те подрядчики, которые вообще представления не имеют, что такое газовое оборудование. Само собой, они не проходят никакой контроль и не могут сдать ответ. Эта проблема есть, но я полагаю, сейчас ПКР делает абсолютно правильно, они сперва ограничивают круг подрядчиков, которые имеют право, да, проводить работу, и среди них будут разыгрывать. Надеюсь, что в этом году этот вопрос мы тоже решим. Это очень хорошо. Теперь хотелось бы сказать касательно организаций, которые проводят техдиагностирование. В нашем городе их уже стало 6. У нас филиал московский «Эталон» тоже открыл здесь филиал, и ЛНК «Нефтегаз-Безопасность». Напомню, есть наша организация «Газэксперт-сервис», Центр анализа промблизкой сервера, ЛТЭК,
С этими организациями мы на начальном этапе сразу собрали их, вот, которые у нас в республике действуют, сразу сказали, что, господа, необходимо соблюдать в четком соответствии 613 приказ Роспотребнадзора. Без этого мы не будем принимать. Они согласились играть по правилам, да, которые прописаны от 410-го исходит приказ Роспотребнадзора. Те организации приезжие, они очень сильно халтурят. Других слов я подобрать не могу. Сперва, да, сперва даже мы получали положительные заключения, это опять-таки от тех недобросовестных управляющих компаний, назвать которых не буду, где не попадает в квартиры, нам сразу положительные заключения дают. И еще вот с Москвы приходит к нам, прилетает угроза о том, что если мы не принимаем, они нас засудят. Мы говорим, пожалуйста, давайте судиться, мы будем правду показывать. Мы начинали эту работу по диагностированию с целью того, чтобы кто-то обогатился, а с целью того, чтобы действительно обеспечить безопасность. Поэтому здесь наша позиция принципиальная, здесь вторга нет. Как бы тяжело это ни шло, управляющих компаний, я их тоже понимаю. Собрать деньги, очень сложно для них. Но тем не менее. Про это я сказал. Сегодня тоже, к примеру, Дзержинского 37, это нефтегаз безопасность провели работу, после них мы обнаружили утечку. А напоминаю, техобслуживание, это которые работы мы проводим, она призвана обеспечить сегодняшние, возможность поставки газа. То есть мы смотрим утечки, проверяем визуально, газопотребляющее оборудование на всех режимах, а как раз таки техдиагностировано, оно признано оценить, насколько долго это оборудование еще может работать. Вот так. Касательно вашего вопроса, я, честно говоря, не понял. Вы можете еще раз сформулировать, чтобы я мог разобраться? Насчет чего? Насчет там, говорите, какие-то газовые трубы. Подъезд перенести еще чуть-чуть. Ну, в свете говорят, насчет выноса сетей. Вот по квартире шла труба, поэтому. Ну ладно, мы тогда, это раз. Я попрошу тогда в рабочем порядке. Другое, сформулируем. Вот смотрите, если вы мне выручите, я даже свою зарплату не пожалею, в течение 6 месяцев. Все 4 квартиры на первом этаже Лермонтова 34 заняла магазин «Звезда». Печками не пользуются, заложили товаром. А трубы существуют. Для этого, я ему говорю, нужен проект. Понимаете, я их гоняю, нужен проект, берите. Нет, не хотят. Вот подтверждение, что квартиру как перегородки снесли, нужен Ладно, проект. это сейчас не порядок, когда мы после совещания, я адрес напишу, запрошу тебя и скажем. И в конце хотел бы сказать, действительно, мы в 2016 году, когда в администрации города с ЖНом, начинали этот вопрос по техдиагностированию, действительно, мы предлагали о том, чтобы управляющие компании начали включать в состав сбора не разово по 1500 собирать, а по 100, по 200, это в протоколах осталось. И, к сожалению, ни одна управляющая компания это не сделала на сегодняшний день. А это бы на самом деле облегчило. Разве разрешено так? Мы предлагали. Почему нет? Общее собрание делаете и говорите людям, что разово вам все равно придется выкладывать. Давайте потихоньку соберем. Вместо него внесли утилизация. Так, вы закончили, да? Нет, и самое последнее. Самое последнее я говорю, действительно, таких вопросов много, то, что правильно говорят, там газовую полицию надо, это самое брошена газовая структура. Напомню, что вся беда началась в 2005 году, когда техобслуживание было выведено из состава тарифа. Я убежден, что техобслуживание это вопрос безопасности и неотъемлемая часть поставки газа. Она должна сидеть в тарифе. Тогда люди не будут ощущать такую нагрузку. И она будет распределена между большими организациями, такими как, допустим, Энергия. Для них это капля, а для жителей будет это большая разгрузка. Здесь, в этом направлении, наше государство маленько неправильно, мне кажется, приняло решение. Вернуть в состав тарифа и ужесточить контроль. Все, это решение вопроса. До того, когда момента, как она не вернется в состав тарифа, здесь порядка не будет. Это будет 300 организаций, за которыми надо делать 300 контрольных органов, это невозможно. Раньше в Советском Союзе почему эта статистика была очень низкая? Потому что гарантирующий поставщик ГРО, оно же осуществляло техобслуживание в рамках тарифа и за все головой отвечало. А сейчас в рамках поддержки малого и среднего бизнеса мы безопасность отдали на откуп. Там, конечно, считают деньги, а не безопасность. У меня все, спасибо. Так,
Просим выступить первого заместителя главы городского округа город Якутск Федорова Владимира Юрьевича. Я хотел бы все-таки вернуться к теме безопасности проживания граждан в газифицированных МКД республики. Но в частности, меня, конечно, больше всего беспокоит город Якутск и безопасность проживания горожан. И мы часто очень встречаемся при вступлении в должность Сарданы Владимировны в сентябре месяца 2018 года. Этот вопрос стоял уже. И когда мы принимали дома по ПКР, фонду капитального ремонта и по обращению граждан, и у нас такая сложилась представление, что многолетняя замолченная проблема, запущенная, которая дал толчок вот последние трагические события в России, значит, по взрыву газа. И раньше это было мина замедленного действия, возможно, это может быть другие факторы какие-то к этому привели. Но изучая данную проблему, мы пришли к выводу, что существует ряд вопросов, и пути решения у них есть. Такую работу координационную мы провели, сделали дорожную карту и начали изучать, что с этим делать. Ну, начиная от инспектирования проблем ВДГО, от дымоходов, приточек, в первую очередь это, конечно, касалось отключения газа и создания нагрузок на сети, установка сигнализаторов, возможно, газоанализаторов и, конечно, правовой культуре или инструктажа, или работы с населением, в первую очередь жителями, кто имеет газофиксированные устройства в квартирах, мы пришли к следующему выводу, что нам нужно с этим делать. То есть я сразу озвучу пути решения, которые мы для себя наметили на сегодняшний день, и пошагово к ним идем. Хотел сказать спасибо большое круглому столу. Вы дали нам подтверждение, то, что наши пошаговые действия, они, наверное, должны привести общими усилиями к конечному продукту, это безопасность наших горожан. Так вот, при инспектировании ВДГО, внутридомовых хозяйств, которые газовых хозяйств, мы пришли к следующему выводу при встрече нашими управляющими компаниями, а это тысячи людей, и это было с августа месяца, и последняя встреча, наша серия встреч с управляющими компаниями привели к следующим результатам. Дымоходы. Да, действительно, условия северные нам не позволяют иметь приточки, которые, даже надо понимать, система вентиляции состоит из двух принципов, это приточная вентиляция и вытяжная вентиляция. В данном случае в части безопасности мы в домах приточную вентиляцию практически не используем, а приточка у нас идет естественным путем через окна и двери. Таким образом мы создаем в квартире инженерное сооружение, значит, это в виде заклеенных окон. Значит, когда мы дверь закрываем, у нас с первого этажа свистит это самое. Это совершенно неправильно. Здесь, конечно, нужно думать о том, что мы устанавливали теплоносители, либо теплообменники на приточках для того, чтобы вентиляция действительно работала. Вы правильно замечаете, что создав небольшое, дополнительную вытяжку за счет увеличения трубы или дымохода, так называемый, естественно, подхват идет и обмен воздуха происходит. Следующий вопрос, который касался части общения с управляющими компаниями и жителями, это, конечно, осмотры, изучение проблем ВДГО в виде надлежащего технической диагностики, которая должна проводиться и так далее. В большинстве степени своих жителей жалуются на то, что, взяв 500 рублей за обслуживание, приходит монтер, как он называется, или специалист, в руке держа пылесос, а в другой руке, телефон или еще что-то. При этом в просьбах, когда жители спрашивают, покажите удостоверение, имеете ли вы допуск к работе специализированных лицензионных видов деятельности, ребята пожимают плечами, иногда показывают то ли просроченные, то ли документы, которые не позволяют. То есть здесь, конечно, пылесосом и
салфеткой, значит, ну, эти вопросы не решить. Соответственно, здесь должно быть качество. Также вот из ряда так называемых услуг, которые предоставляют специализированные организации по обслуживанию выбора домового газового оборудования, возникает это тариф. Или так называемые сборы, о которых мы сегодня говорили, и мы все говорили о том, что есть конкурирующие компании и так далее. Это семейный бюджет. Люди считают деньги. В семейном бюджете там 2500 или 2 или там 1,5 даже заложить, они должны быть объяснимы, а тем более в таких домах, где многолетние не работает дымоход, КПД, старые дома, там они переделаны, совершенно правильно, значит, говорите, и кирпичные дома там обваленные и так далее. Это вложения, и это должны быть объяснимые вложения. И мы нашли, значит, способ, как людям объяснять. Значит, у нас будет организована вот буквально завтрашнего дня начнет работать школа потребителей услуг ЖКХ. Значит, там мы будем прояснять ситуацию, в которой будем с юристами и компетентными лицами, кто в области управления домами, будет объяснять, кто за это ответственен, и все равно все пути ведут к управляющей компании. На что она отрицает? Она говорит, нет, я не должна заниматься ни дымоходами, значит, ни тем, ни другим, это вот газовики там и так далее. Вот эту работу мы будем проводить, чтобы, как правильно вы заметили, на сбор тарифа должен быть, или там сбор средств должен быть соразмерный, может быть на год рассчитанным какими-то частями, для того, чтобы они выполнялись вот на те или иные виды работ, которые будут обеспечивать безопасность проживания. При этом мы создали коррекционный совет при главе города Якутска по ЖКХ и выделили эту область отдельно. В этой области мы будем работать вместе с снабжающими организациями, с предприятиями, которые обслуживают внутридомовое газовое оборудование, таким образом улаживать вот это, в том числе с прокуратурой. Сегодня прокурор города беспокоит о ситуации, когда у нас монопольное право разрушается и входят новые на рынки, значит, компании, которые занимаются инвестиционной деятельностью, а именно выдачей технической диагностики по внутридомовому газовому оборудованию. И здесь мы сегодня уже работу ведем, и сегодня буквально в 15 часов один из наших активистов, горожан, были на приеме прокурора города Якутска, и этот вопрос как раз ставится. Следующий шаг. Отказ от газовых оборудования и переход на, значит, электрическую сеть. Ну, здесь нужно сразу признать и не возвращаться больше к этому. Это невозможно. Да. Это даже не подлежит обсуждению. Мы изучили эту ситуацию, у нас просто там нет мощностей в городе Якутск, которые бы подвели бы, это замена трансформаторной подстанции и так далее, целый комплекс мероприятий, не считая там тех условий и прочее. И мы решили вообще от этого отказаться и пойти тем путем, который даст возможность оставить вот именно газовое оборудование. Все-таки наша республика газовая, и мы должны все-таки, это использовать. Природа нам подарок природы, и мы должны его использовать. Поэтому здесь мы однозначно просто снимаем, и чтобы ни время не тратить ни одних, и не морочить голову другим, значит, говорим о том, что нет. Собственники в домах – это еще одна проблема, которую мы сегодня пытаемся уладить. Собственники отказываются вообще какое-либо принимать участие в газовом оборудовании. Они совершенно четко заявляют о том, что газовое оборудование, в том числе трубы, это не наше. Мы за это платим. Кому вы платите? Сахатрансмиссии газа. За газ же мы платим, они должны обслуживать. Обслуживание, которое проходит, они его надлежащим образом ведут, поэтому мы к этому отношения имеем, пусть они за это отвечают. То есть здесь нет разграничения, опять правовая культура, и вот эти вопросы будем вот на наших коррекционных советах и в школах потребителя услуг ЖКХ мы будем проговаривать и обязательно доводить до жителей вот именно те полномочия или те права и требования, которые должны быть, и, соответственно, требования компаний, которые обслуживают. Следующий момент. Мы сталкиваемся с проблемой утечек газа, когда уже это критическое, когда уже он им пахнет. Газом пахнет, и люди начинают звонить. Тоже. Вот он газ в квартире, какая-то ситуация и так далее. Вопрос пожара в городе Якутске уже много лет стоял из-за простой банальной причины отсутствия оповещения пожара, практически пожара. Кто-то предлагал снаружи дом там мазать чем-то, но дома горят 99,9% внутри, в квартире.
Таким образом, мы решили поставить пожарные сигнализации в каждую квартиру. Вот в этом году мы планируем до 300 домов, это полностью 2, 4, 17 квартал и другие работы. И следующий шаг наш – установка газовых сигнализаторов с выводом на ИДДС, либо общедомовых. Это мы будем консультироваться со специалистами, либо газоанализаторы будут стоять, которые будут ухватывать запас газа и передавать на центральную часть ИДДС, обеспечить безопасность наших горожан. Вот такие пошаговые действия сегодня у нас стоят в плане работы, как дорожная карта для решения именно безопасности проживания горожан. Школа, которую мы сегодня запустили, она работает у нас именно сейчас в направлении ЖКХ. Вот там будет комиссия, которая будет рассматривать вопросы проблем внутреннего газового оборудования. Вот такая информация в честь нашей работы и проблем, которые мы в городе ощущаем. И это мы получаем от наших жителей непосредственно, кто работает, кто на земле, кто мы, как правило, встречаемся с управляющей компанией. Вы сказали, что у нас программа разрабатывается, то ли на плане просто разработки, да? По установке газоанализаторов. Нет, это у нас проект. Мы сегодня пошагово пошли, да, сегодня это проект. Каким образом вы хотите вот алгоритм, механизм? Значит, при совете, при Координационном совете при главе города Якутска, значит, Координационном совете по ЖКХ, у нас есть комиссия, которая будет выделена блок ВДГО. Мы будем приглашать туда специалистов Сахатранснефтегаза, служащие организации и смотреть возможности установки данных систем. Конечно, конечно. А вот смотрите, а именно финансирование мероприятия? Значит, сегодня по проекту, пилотному проекту пожарной сигнализации у нас следующая модель. Мы 50% берем от тех управляющих компаний по пожарке. То есть это модель сигнализаторов софинансирования 50% управляющих компаний, либо жильцы, они собирают рассрочки, 50% мы. Но тех домах, где уже совсем как бы туго, мы делаем там, где это доступно и возможно, скажем, по программе, где само собой, официально. Такая же процедура будет у нас применяться. И поверьте мне, это небольшие деньги. Я заявил цифру 300 домов на этот год, а мы сделаем больше. И цена вопроса, она соразмерна. Отмечу вам, за последние 6 лет было установлено всего лишь в городе Якутске 48 домов было установлено только пожарные сигнализации. Мы сейчас проводим мониторинг по всему городу. Это частные локальные установки, которые, они не без вывода ЕДДС. Мы говорим о выводе на ЕДДС, где будет сигнал поступать мгновенно после поступления тревоги. Так, просим выступить заместителя министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Рыбкина Антона Яковлевича. Пожалуйста. Кратко представлю характеристику системы газоснабжения республики. Она характеризуется 4 локальными участками. Это центральная группа районов, которые Сахатранснефтегаз эксплуатанты поставщик. Левый берег Лидуя. Там 4 населенных пунктов тоже обслуживаются локального участка Сахатранснефтегазом. Газификация города Ленска, дочернее подразделение Сахатранснефтегазом. И Алросагаз, подразделение Алроса, которое обслуживает Мирнинский район. В целом газифицировал у нас порядка 118 тысяч квартир и домовладений. Это составляет только 31% от общего количества всего населения. 100 населенных пунктов или 10 районов республики. В ближайшие годы известные началом разработки Кембринского месторождения по соглашению с Газпромом пойдет газификация еще дополнительно 30 населенных пунктов, а это еще порядка 7 тысяч домовладений и порядка 100 единиц объектов инфраструктуры. То есть вот ко всей той массе потребителей газа добавятся еще потребители, и будут они работать в условиях тех нормативных документов, которые мы сегодня с вами либо сами существуем, либо сможем исправить, внести и улучшить так, чтобы они обеспечили безопасность. Действительно, выступающие сказали, что проблема давно
отвечал за поставку газа от начала до конца. Поддерживаю высказывание Антона Михайловича. Именно вот рыночная экономика и внедрение возможности работы малого и среднего предпринимательства, попытки экономить на тарифе, искать другие выходы экономии, подвели к тому, что сегодня это все сказывается на безопасности населения. В свое время, когда мы только входили в рыночный период экономики республики, там, Российской Федерации, для нас казалось смешно, что в англосаксонской, это американской правовой системе присутствовали такие прецедентные права, когда по каждому случаю принимался закон нормативный, который бы регламентировал дальнейшую деятельность. Нам казалось смешно, что по каждому чиху, по каждому поводу мы какой-то нормативный документ они там издают. У нас наша романо-греческая система права, которая призвана работать на основании закона, требует о том, что мы, работая и осуществляя свою деятельность, должны были создавать и делать такие законы, которые бы позволяли нам развиваться и жить безопасно в нашем всем обществе. Соответственно, мы подходим сегодня к тому, что вот те предложения, которые сегодня от граждан поступают, должны будут реализоваться в нормативный документ. И вот люди, которые поедут сюда в общественную палату, должны будут представить конкретные мероприятия и конкретные действия, которые бы позволили бы не только сегодня исправить ту ситуацию, которая негативно развивается, но и создать условия для развития в последующем. Вот мы все говорим о том, что нет конечного контроля, система устарела, но она с каждым годом еще дальше будет устаревать, а отсутствие нормативных документов, которые бы эту деятельность регламентировали, они вот по-прежнему у нас отсутствуют. И при этом важным моментом для всех нас будет являться, вот о чем сказал Владимир Юрьевич, это вот все-таки семейный бюджет, потому что любая услуга, любое действие потребует за собой какие-то капиталоемкие вливания. И кто их будет платить? Что бы это ни было, либо это будет проверка вентиляционной системы, специализированная организация должна будет платить налоги, проверка должна будет осуществляться за деньги, ходить он будет 3 раза в день, напишите ему, что он будет ходить 8 раз, он будет за 8 раз ходить и за 8 раз брать за это деньги. Поэтому тут такой большой комплексный блок вопросов, тем более, что учитывая, что газ не только у нас в Якутии, а по всей России, и думаю, что там будут тоже так же поступать предложения в других регионах в этой части, и наверняка сформулируется какой-нибудь общий нормативный документ, который позволит это реализовать. Сразу, в принципе, все. Ага. Так, ну, просим слово руководителю фонда капитального ремонта Республики Саха-Якутия Лобова Алексея Олеговича. Добрый день. Я вкратце расскажу маленько цифры, и потом проблемы, да. Все вы знаете, что ремонт внутри домового газового оборудования включен в перечень работ жилищного кодекса Российской Федерации. И с 2018 года мы начали ремонтировать. Как бы это громко не звучало, да? Вот. Объявили по 20 домам аукционы в надежде, значит, что придут хорошие подрядные организации, и мы начнем решать проблемы, не только города, а республики, да? Вот. Потому что фонд охватывает всю республику. Вот. Ну, как показала практика, из 20 МКД мы сделали только один дом. Да, это Дзержинского 34. Почему? Потому что дом был отключен от газа. Вот. Это была одна из причин. И второй дом, это Ленина 7/2. Сегодня он до сих пор в работе по уже озвученным причинам низкой квалификации подрядной организации, которая действительно была не готова и недопонимала, куда она идет и что она делает. Поэтому одна из основных, наверное, проблем — это недопуск собственников помещений, да, для проведения работ
Почему? Потому что люди действительно до конца недопонимают данную проблему. А это, опять же, наверное, плохая информационная работа, разъяснительная работа, которую должна проводить непосредственно управляющая компания, которая занимается управлением данного дома. Второе. Нужно ужесточить требования подрядчикам, чтобы были допуски там, не только там, саморегулируемых организаций, а и Ростехнадзора, чтобы всякие, как бы, помягче сказать, проходимцы туда не шли на эти виды работ. Вот. То, что по цифрам, да, существует краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на квартирных домах Республики Саха-Якутия. Значит, этот план охватывает периоды 19-21 год. На сегодняшний день в нем 283 МКД. То есть это говорит о чем? Что за эти 3 года мы должны провести работу по ремонту ВДГО в 283 домах. Вот. Но если дело пойдет так же, как вот в 2018 году, да, мы даже в половине не проведем этих работ. То есть вот этот снежный ком, он будет нарастать и нарастать. В 2019 году сегодня проблема стоит в 103. Это на 2019 год. Ну, как Антон Михайлович сказал, да, мы сегодня эту проблему все видим, осознаем, и совместно с службой городского хозяйства, Саха-Транснефтегаз, значит, фонд вплотную работает и разрабатываем, так называемый пилотный проект, по которому мы надеемся все-таки как-то начать решать эту проблему. То есть преследуя тем самым цель, значит, что зайдет туда один подрядчик, который имеет свои материальные, значит, возможности, технические, тем самым исключить мелких предпринимателей, которые преследуют цель только, значит, обогатиться, что ли. Вот. Поэтому что еще хочется сказать? Ну, в принципе, остальные вопросы, наверное, вопросы озвучены. Да, сегодня вот на совещании не раз говорили о том, что у нас довольно-таки печальное состояние системы вентиляции, да? Вполне я знаю по практике, сейчас работаю в управляющей организации, о том, что в большинстве случаев эти системы вентиляции не требуют проведения капитального ремонта. А у нас закон республики о проведении капитального ремонта, он предусматривает вид специальных работ и проведение капремонта системы вентиляции. Ну ознакомившись с региональной программой, к сожалению, работ по ремонту системы вентиляции в этой программе я не обнаружила. Это с чем связано? И будет ли какое-то изменение здесь? Будет ли изменение или не будет, я вам не могу сказать. Наталья Гавриловна, наверное, лучше на этот вопрос ответит. Но то, что касается, все задают сейчас этот вопрос, да, так как он такой актуальный. Вот. Значит, фонд ремонтирует вентиляцию, которая предусмотрена в чердаке или на кровле, да? А шахта? Сама шахта нет. Очень трудоемко. Да, смотрите, вы, кстати, правильно говорите, это очень трудоемко. Смотрите, есть такая ситуация, дом, да, многоквартирный, в районе авиапорта. Материал исполнения шахты, он кирпич. То есть шахта давно завалилась кирпичом, естественно, она там не работает. Для того, чтобы управляющая организация пыталась, прочистить, здесь, чтобы прочистить, нужно попасть абсолютно во все квартиры. Это то есть капитальный ремонт. Это не текущим ремонтом не решить эту проблему. Но это вы так считаете, если бы управляющие компании регулярно бы чистили, да, эти вентканалы. Товарищи, давайте дослушаем выступление, потом будем прения. Так, у нас осталось последнее
выступлении. Работает по госпрограмме, которая Это утверждает представители НКВК. прокуратуры города Якутска, Тарского, Они Гаврила сами Васильевича. программу не Пожалуйста. делают. МКК делает программу. по ремонту. Так, добрый вечер, участники рабочей группы. Я не буду повторяться за ранее выступавшими. Отмечу, что на территории города Якутска у нас имеется более 1500 многоквартирных жилых домов, которые имеют внутри домовое газовое оборудование. Из них 653 жилых дома в Якутске имеют истекший срок эксплуатации газового оборудования. Это у нас 348 деревянных домов и 305 каменных. Ранее на совещании, которое прошло у нас в понедельник, 4 февраля 2015 года в окружной администрации города Якутска, было отмечено, что по состоянию на 1 января управляющими компаниями заключены договоры со специализированными организациями на диагностирование 310 домов. Из них 203 имеются готовые заключения, 98 из них положительные, то есть эксплуатация газового оборудования может быть продлена на 5 лет. В 105 домах не соответствует требованиям Ростехнадзора, то есть приказу номер 613. В связи с чем требуется ремонт современного оборудования. В связи с этим у меня имелся вопрос к Антону Михайловичу, который при наличии заключения, которое у нас было выдано специализированной организацией по результатам технического диагностирования, не утверждает данное заключение. В чем причина основания? Абсолютно правильно отмечаете. Ну, и должны были мы к этому прийти. Рано или поздно меня бы спросили, почему. Вот действительно, здесь вопрос совести. У меня на сегодня нет никаких механизмов воздействия при проверке этого экспертного заключения. Прямо в 410 прописано, даже если мы имели бы право диагностику, мы сами себе не должны заключение давать. Действительно, сегодня у меня никаких прав нет фильтровать, но это вопрос совести. Сегодня кто, если не мы посмотрим? Я же говорю, очень большая халтура идет, зачастую по тем организациям, которые идут извне. Если не мы будем смотреть, то это получится так, что у жителя просто деньги взяли для фиктивной бумаги, все сыты здоровы, как бы никто не конфликтует. Мы знаем на это, мы не будем принимать. Если кто-то, какие-то надзорные органы скажут нам, принимайте такие, я думаю, такого не будет. Мы же все понимаем, что есть нормативка. Есть соответствие или несоответствие. Вы маленько неправильно сказали. 105 это не то, что они требуют ремонта. Все они требуют ремонта. Это 105, которые не соответствуют. Допустим, корочки инженеров не приложили, да, мы не видим. А в 613 прописано, что должно быть приложено. Схем они не прикладывают. Но они сперва должны сделать схему, что они проверяют, как футляры они проверяют. Зачастую даже они не попадают в квартиры. Если не попали в квартиру, они как могут толщинометрию, допустим, внутреннего газооборудования сделать? Как они могут посмотреть на газопотребляющее оборудование? А в тех диагностике газопотребляющего, наши плиты тоже входят туда. Вот как мы можем, зная, что это халтура, принимать? Не можем мы, это вопрос совести. Поэтому мы изначально в 2016 году еще говорили. И в УКСЖН задавали вопросы, и в прокуратуру, кстати, писали. Кто и в Ростехнадзор писали, кто должен проверять результаты тех диагностирований. В конце концов, выяснилось так, что та компания, та организация, которая давала лицензию, да, этим организациям. И в рамках, это практически невозможно. Мы пытались писать в Ростехнадзор московский, вот по этим москвичам, ответа так не поступил. Грубо говоря, игнор полный. Мы второй раз через полгода отправили, тоже нет этого никакого. На эти организации выходим, очень наглые ребята, говорят, вы у нас не первый регион, в котором мы работаем, давайте попробуйте нас засудить. Грубо говоря, так. Поэтому единственный механизм в нашей республике это Сахатранснефтегаз по части качественного проведения работ. И единственный механизм это сравнение соответствия приказу Ростехнадзора 113 или несоответствие. Получается, что вы сами... Вы закончили, да? Нет, у меня еще вторая проблема у нас. Ранее выступавшие также сказали, что в силу жилищного кодекса и требований постановления правительства на управляющей компании возложена обязанность по заключению договоров на техническое диагностирование. Вместе с тем у нас имеется очень много домов, в которых у нас непосредственно управление граждан, собственников жилья. То есть управляющая компания у нас, как правило, направляет собственникам жилья определенные извещения, направления, организовывает общие собрания собственников для того, чтобы граждане смогли выбрать, собраться, принять решение о проведении либо не проведении технического диагностирования. А в этих домах, где у нас непосредственно управление, живут собственники.
Если нет никакого компенсатора, то эти дома просто стоят и вопрос не решается. Вот, и, кстати, вот жаль, что Владимир Юрьевич ушел. Большинство этих домов, которые в непосредственном управлении, они находятся в муниципальном жилом фонде. В данных домах, как правило, живут у нас малообеспеченные граждане. Вот. Ну, как мы понимаем, у них нет лишних денежных средств для того, чтобы оплатить техническое диагностирование. Вот, в силу законодательства у нас содержание технического диагностирования возложено на собственников жилья. Собственниками это, получается, у нас также является окружная администрация города Якутска. В связи с этим я хотел бы тоже включить протокол совещания. Вопрос, чтобы окружная администрация рассмотрела вопрос инициирования собраний в домах, которые находятся именно под непосредственным управлением, в которых имеются квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, для того, чтобы решить вопрос по проведению технического диагностирования. То есть эти дома у нас остались вообще в сторонке. То есть непонятно, кто будет идти. Собственникам это, как правило, не надо. У нас менталитет такой, что пока газ не отключат, люди будут дальше пользоваться. В связи с этим вот надо необходимо какие-то меры принимать, вести разъяснительную работу, собирать этих собственников и объяснять о необходимости проведения технического диагностирования. Тогда у меня вопрос. Если дом муниципальный, ну, там, как правило, например, 16 тогда дома. Собственник муниципалитет, правильно? Да. Тогда кто должен оплачивать? Муниципалитет должен оплачивать? Да, собственник. Ну, на сегодня полностью, чтобы все квартиры были муниципальными, Да. у вас 1, 2, 3, 4. Конечно, свою квартиру, за свою долю они будут оплачивать, но остальные... То есть нужно, чтобы они собрались, все собственники, и приняли решение. То есть, а у администрации имеется определенное количество квартир. То есть они тогда организовывают там общие собрания, потому что никто за них бегать не будет, за этих граждан. Я, коллеги, добавлю, правильно говорит, абсолютно это самая основная проблема, которая сейчас стоит по диагностике, это МСУшники. У нас с 1500 МКД примерно половина перешли на МСУ. И перешла не самая благополучная половина, правильно отмечать? Это все двухэтажки, это деревянный жилфонд. Из плана отключений УГРС на первый квартал из 51 дома это все МСУшники. По тем домам, по которым уже дальнейшая затяжка чревата очень жесткими последствиями. А этих домов порядка у нас почти 400 домов МСУшников будут отключены. Это, не знаю, представляете, 400. И вот вы поточнее количество домов, потому что в Якутру вышло, что 628 домов вы собираетесь отключить от газа. Нет, вообще-то, как оно, видите, вот в 2016 году, когда меня только назначили, руководителем управления государственности, я пришел, прочитал нормативку, я честно говорю, и начал действовать. Грубо говоря, должно быть за 20-40 дней уведомления, 23 дома разово отключили. Тут какое-то социальная волна всплеск вышел. Меня все проклинали, никто не понимал, что такое техдиагностика, кто должен проводить. Поэтому мы приняли абсолютно правильное решение. И мы консультировались и с УГСЖН, и с прокуратурой несколько раз общались о том, что мы должны сперва предпринять все необходимые меры, которые возможны с нашей стороны, чтобы не допустить отключения и обеспечения безопасности. Только после этого. Да, действительно, разумные сроки выдержаны. Все маломальские рабочие управляющие компании, на которые имеет возможность воздействия прокуратуры ГСЖН, практически все заключили договор. Практически все. Так или иначе, ГСЖН, прокуратура в этом плане эффективно работает. Они заставили их. Остались МСУшники. Это собственники, понимаете. Здесь и зачастую там живут в квартирах не собственники, а арендаторы. Даже арендатора. Вчера я в строительном округе был, с округом с управой. Работали там очень много квартир, где вообще без всяких прав живут. Снимали у бабушки квартиру, бабушка умерла, он остался. 18 лет живет и не знает, как вообще это. Понимаете, таких много. Поэтому МСУшники это наш бич сегодня. И мы не видим, как решить эту проблему. Поэтому у них реально не решится этот вопрос. Поэтому остается только отключение. Очень много вызовов, тревожных звонков именно поступает по этому деревянному жилфонду. Та часть добросовестных жителей, они очень обеспокоены. Они сидят и, грубо говоря, дежурят. Вот там матрасы поджигают. Вот были ситуации, даже у нас конфорки все 4 включили, вот это было месяц назад. И собственники ушли, гулять.
Все, они день не появляются, два не появляются, а там дома же низкие, соседи видели через окно, там газ горит. Там начали дежурить, там вызвали нас, а у нас ломать дверь возможности нету. А отключить газ сразу с улицы, что мы должны сделать? Ну, весь дом заморозить, там котлы стоят, ну, там маленькие дети все бегают, мы всех заморозим. Мы там дежурили до 12 часов ночи, МЧС пришел, они отказали нам скрывать, сказали, полномочий нет. Полицейские пришли, тоже отказали, полномочий нет. Кое-как потом мы взяли, в конце все равно отключили. Утром с управляющей компанией попали, отключили, потом только отключили, понимаете? А? Управляющая компания нам сказала, что я не буду говорить, кого. Они сказали, что они спят, им некогда этим заниматься. А наши ребята, аварийная служба, это 5 часов стояли, они в другие вызовы не ездили, просто дежурили, чтобы там ничего не случилось, на кране дежурили. Пока кто-нибудь придет и не откроет свой дом. Я к чему говорю? У нас в Якутске очень пошла плохая практика, когда обслуживающие организации не выбирают несущих. Я убежден, что если они в обслуживании общедомового имущества, в том числе и газовое, не будут выбирать, эта проблема не решится. На собственниках они не будут никогда собираться. Тем более, я же говорю, там очень много таких социально неблагополучных семей. Мы в республике должны обязать такие дома выбирать, если не обслуживающие организации в части ВДГО, с кем можно было работать и воздействовать, то хотя бы старостат. По закону они имеют право выбирать старост. Я правильно говорю? Если мы не выработаем этот механизм, эти отключенные дома, которые мы сейчас отключим, так и не подключатся. Реально, они не будут собираться. Они будут нагрузку на электроэнергию делать. Там, я говорю, 90% пожаров не от газа, а от электричества. Там больше риска. Мы это должны осознавать. Ну, давайте вот представители управляющих компаний свое мнение. Управляющая компания «Жилок Центральная», Захаров Иван Иванович. Ну, во-первых, тут далеко не забылось. Вот по деревянным домам, на самом деле, мы несколько раз озвучили этот вопрос, хотя мы их не обслуживаем. Вот они на самом деле так и так не включат. И смысла сейчас говорить о ВДГО на этих домах практически нет. А тех диагностированных. Потому что по факту из тех, кто делали, ну, Антон Михайлович не даст, наверное, соврать, там из 10 домов 9 потом после тех обследований не подлежат дальнейшей эксплуатации. Поэтому смысла проводить на них диагностику нет. В этом плане больше нужно думать о том, о какой-то переходной программе, пока немножко газовики держат им газ, а за это время проводить ремонт проводки и делать полностью замену на электрооборудование. Потому что эти дома, они не пройдут диагностику, и обратно вы их на газ не включите, но одновременное отключение 50 деревянных домов, это фактически можно сразу через на квартале отделять. 300. Они просто будут гореть друг за другом, с учетом их состояния проводки, если мы сейчас отключим на них газ. Вот. Ну, это касаясь этого вопроса. Касаясь того, что здесь по ходу совещания много говорили, управляющая компания там обязана, здесь обязана, там обязана. Мы сейчас вот по законодательству везде за все обязаны, да, но когда мы касаемся этого, у нас нигде на это нет денег. И в отличие, например, от газовиков, от всех остальных, да, которые свой коммунальный тариф защищают в обязательном порядке, все наши затраты мы должны прийти к жителю, обосновать и только общим собранием жителей. Вы не представляете, что нам стоило с жителей вот эту 1600-1700 на техническую диагностику получить, какие у нас собрания проходили и сколько мы слушали, какие мы воры, оказывается, и всех утратили. Вот. А поэтому говорить о том, что там за счет опять жителей пытаться там ремонтировать вентканалы или прочее, с учетом последних отчислений, которые все платят в капитальный ремонт, эта практика практически сошла на нет. Если раньше мы могли собрать жителей, сказать, а вот давайте мы скинемся, там, разделим деньги там, на полгода, отремонтируем это, нас сейчас прямым текстом говорят, мы платим в капремонт, вот пусть нам капремонт делает все. Поэтому подобные вещи, как бы, в принципе, предусмотреть практически нереально. И вот один большой вопрос, который на сегодняшнем совещании все, по-моему, просто забыли, который, я считаю, все-таки надо вписать и надо поднимать, это об ответственности именно жителей, именно собственников. Потому что сколько бы мы, вот именно таким образом, сколько бы мы вот с Антоном Михайловичем не спорили 2 года назад, друг друга там чуть не загрызли и так далее, но в одном мы с ним солидарны. Мы приходим к собственнику, например, проверить там вентканал и прочее, он нам просто не открывает дверь, и мы ничего с ним не можем сделать.
Приходят газовики точно так же. Он их даже запустит, он выпишет предписание о том, что забит вентканал, или у нас их вообще замуровывают во время ремонта, все. Он выписывает предписание, мы выписываем предписание собственникам. Ноль эмоций, мы ничего не можем сделать. У нас нет ни у управляющих компаний, ни у газовиков вообще никакого рычага. В лучшем случае мы можем потом обратиться в Госжилнадзор. Госжилнадзор там с 30-й попытки наконец в эту квартиру попадет, выдаст предписание, и дай бог там в самом конце на 1000 рублей штрафует. Все. И вот все вот мы сидим, совещаемся, а на самом деле на месте мы разбиваемся вот об этом. Потому что даже, ну, сколько бы мы друг друга там, не знаю, не любили с газовиками, но сказать, что они плохо работают, я не могу. Не, мы любим. Сказать, что, скажем, наши управляющие компании, ну кто-то плохо, кто-то это. Глядя на, скажем, то, что показывают по России, я, честно говоря, иногда в шоке, как они там работают. Потому что, зная, как здесь у нас, они нам предписания там, не дай бог, не исполнили, тут же прибежала прокуратура, нам всем по голове головы снесла и так далее. То есть в этом плане у нас довольно оперативно. Вот. Но ответственности собственников, конечно, нет. И здесь вот, ну, никаких рычагов ни у них, ни у нас. И вот этот вопрос надо действительно поднимать. Нужно дополнить маленько, да. Собственник должен определить размер платы. Правильно? Только собственник. Если они не устанавливают научное собрание, то применяют муниципальные тарифы. А вы прекрасно знаете, муниципальные тарифы, да, это самые экономичные, да? И поэтому заставлять управляющую компанию сделать работы, которые стоят 100 рублей, а при этом тариф установлен на 10 рублей, ну действительно, да? Поэтому вот, возможно, есть смысл наделить управляющих компаний там, где собственники не решили вопрос об оплате, а поскольку оплата должна все-таки быть соразмерна состоянию дома, именно размеру тех затрат, которые необходимы для надлежащего состояния, чтобы они имели право где-то защитить свои тарифы. Если собственник не предлагает, это пусть управляющая компания предлагает. Она пытается предлагать, но собственники на общем собрании отказываются поднимать плату. А при этом мы требуем исполнения минимального перечня за эти 3 копейки. А там перечень огромный. Ну, жаль, конечно, что Владимир Юрьевич убежал, да. Дело в том, что у нас сложилось, как говорится, обычай, деловой обычай, да, ну, деловая практика, что управляющие компании, они сами расхолаживают жильцов, не проводят собрания, не приучают собственников к проведению собрания, да, вот. Значит, они берут муниципальные тарифы, на голубом глазу, значит, берут плату, вот. И получается, что муниципальные тарифы не так уж и плохи и не так уж маленькие. Раз все, большинство, если не все управляющие компании, сидят на муниципальных тарифах. Значит, у меня было бы предложение вот к нашему муниципальному органу, чтобы они в плату за техническое обслуживание включали содержание внутридомового газового оборудования, да, и включали проведение технической диагностики. Ведь они же делают разбивку по конструктивным особенностям домов, там до 6 этажей, свыше 6 этажей, деревянные, там каменные. Значит, почему бы, значит, вот дома с газом именно в сделать? ВДГО содержание, это тариф, который утверждает Сахатранснефтегаз ежегодно, он утверждается, мы по нему работаем. Он есть техническое обслуживание ВДГО, дают газовики. Размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования установлен городом Якутска. Да, входит техническое обслуживание. Это вы, управляющие компании, самовольно разделяете он вот не этот тариф. входит в техническое обслуживание, он выходит по крайней мере, распоряжением. По крайней мере, тарифы на техобслуживание по городу Якутску устанавливает та организация, которая производит это техобслуживание. Если дом с нами заключен договор, то цену техобслуживания устанавливаем мы, исходя из себестоимости этих работ. Да? Конечно, это же... Но ради бога, но техническую диагностику должны включать техническое обслуживание. Нет. Нет, это повышение совсем тарифа. Это совсем разные. Это другая. Так я говорю про Анна Павловна, это техническую другая статья диагностику. расходов. Это уже обсуждали 2 года назад эту проблему.
Смотрите, у меня вот две проблемы, которые хочу обозначить. И вот пути решения, это, которые можно решить на уровне нашей республики и на уровне города. Первая проблема, которую я обозначила фондом капитального ремонта, это то, что у нас в регпрограмме нету капремонта системы вентиляции. Ну что вот с этим делать? Это Министерство ЖКХ, фонд капитального ремонта предлагают все-таки фонду капитального ремонта провести мониторинг технического состояния систем вентиляции, это у вас есть полномочия, а Министерство ЖКХ разработать программу господдержки для как раз таки ремонта систем вентиляции. Это первое. А по второму вопросу хочу обозначить такая как бы небольшая прослойка населения проживает у нас в МКД, которая оборудована общедомовыми этими газовыми котлами, да? Общедомовой газовый котел. Да, большая котельная. Вот. Значит, я вот работаю в управляющей организации, у нас есть некоторые дома, где собственники не утверждают тариф на содержание этой газовой котельной. Не хотят они, и не будут. Значит, мы должны в силу закона ЖК применять муниципальный тариф. А муниципальные тарифы, они в себе не содержат затрат на содержание этой газовой котельной. Хочу отметить, что расходы на содержание этой газовой котельной совершенно другие, и, соответственно, тариф должен быть обособленным. Это они не должны применяться конкретно во всех домах, это должна быть конкретно там, вид, да, МКД. И мы, значит, обратились с этой проблемой, с заявлением в муниципалитет, обратились, дали, значит, раскладку, рассчитали тариф, все расходы описали, защитились, в общем, да, как бы думаю, что защитились, а пока ответа нет. Обратились в ОГСЖН, ОГСЖН посчитал, что мы как бы правы в этом случае, подписание дали. Но на сегодня вот, к сожалению, такой тариф еще не утвержден. Но как бы ускорить работу в этом направлении нужно, потому что у нас сегодня МКД с таким вот газом, красными котельными есть много, достаточно много, и они получаются как бы немножко отделены. Но дело в том, что в таких домах нет ни одной муниципальной квартиры. Нет, причем тут муниципальная квартира. В данном случае муниципалитет, орган местного самоуправления, в силу своих полномочий, предусмотренных жилищным кодексом, должен утвердить тариф в домах, где не приняли решение об утверждении тарифов на содержание общего имущества. Там независимо от того, есть ли там муниципальная форма собственности. Вот о чем я и говорила про техническую диагностику. Но это должна теплее, раз тепло получается. Там она не должна быть. Вопрос технической диагностики, знаете еще почему нельзя включить? Потому что он идет в течение 5 лет, у вас собирают этот тариф, а тут раз на 5-й год его поменяли управляющую компанию. И все. Пришла новая управляющая компания, говорит, а я не собирал у вас этот тариф. Но дело-то в том, что, посмотрите, управляющие компании работают в пожарном порядке, пока прокуратура не пнет, ОГСЖ не пнет, что старые дома, значит, не проходят техническую диагностику. Вы берете дом на обслуживание. Вы должны проверить техническое состояние. У вас должна быть всегда оценка технического состояния того дома, которым вы управляете. Исходя вот из этого, вот за 3 года хотя бы. В этом плане я с вами категорически Мы сейчас на вентиляцию ушли, вот на вентиляцию. А есть еще понятие взрыв клапана. Когда газ применяется, должны быть взрывные клапана. Вот окна наши. Они всегда были взрыв клапанами, так проектированы. А сейчас вот применяем вот это окна, да, пластиковые, все, нет этих клапанов. Дом взорвется, потому что они такие мощные, и сжатие там такое большое, что все равно это тоже не взорвется. И самое слабое звено в нашем этом разговоре, и управляющая компания, и лицензионные предприятия, там собственник. Он это ничего не умеет. Вот его надо упрощать. Все этот разговор надо упростить, потому что вот разговор газовое оборудование нужно принадлежать не собственнику, а принадлежать поэтому УК, управляющей компании. Он должен только научиться вот открыть и залезть в это. Все. Он больше никаких прав не будет. Все остальное должно принадлежать управляющей компании. Вот это надо как-то законно делать. А то у нас получается акты раздела границ разные. Вот наружные сети, потом общие сети, потом квартира. А взрывается там в квартире.
У меня А взрывается. квартира собственника Да, должен квартира спрашивать собственника. сам. А я ничего не умею. Да, Вот так а они вот. не обучены. И И тогда... нет никаких прав у меня. Ага. Я не нужен залезть никуда, понимаете? Ага. И за это как я должен понимать, если я никуда не залезаю, ни один шланг не имеет права вкрутить, закрутить, кроме открытия крана. Вот. А мне вот это предлагают. Из-за этого вот это такая сложная вещь, опасная вещь. Государство должна на себя все это принять. Так? Обеспечить безопасную работу вот этих систем. Она связана с очень большой опасностью. Это должно быть государственное дело. Так, товарищи, у нас время 17:47. Ага, поэтому я хотел просто сейчас задать один вопрос, а потом давайте заключение сформулируем. Да? Один вопрос. Все-таки вот в Якутске планируете отключить 298 домов весной. Да? Вот, а фонд капитального ремонта сказал, что вы в этом году планируете отремонтировать 109 домов. 109 домов. 103 дома. 103 даже. Тогда остальные... Нет, мы не планируем, они стоят в плане. Ну, стоят в плане. Там еще есть такой момент, некоторые из них провели уже диагностику и, возможно, продлили там от 1 до 5 лет. Тогда другие мы места. не исключим, мы просто к ним пока не будем подходить. Потому что люди нас просто не поймут, да? Они заплатили деньги, и тут пришел фонд. Вот. Соответственно, на эти дома мы не будем заходить. Вот. Сегодня реальных, да, это 33 дома, по которым необходимо. И есть еще перечень Сахатранский газ, у них там этот список 130, да? То есть речь идет такая острая, это от 130 Вообще домов. надо говорить о том, что Сахатранский газ сегодня должны отключить 610. Любая проверка прокуратуру ГСЖН, они могут меня сегодня штрафовать. Почему до сих пор газ идет к этим 110 домам? Ну, разумеется, они этого не делают, понимают, что это половина города Якутска, правильно? Поэтому мы на этом и ведем работу, вот, принуждаем, конечно. А по закону, действительно, если что-то там случится, это полностью ответственность моя персональная. Понимаете? Поэтому речь не идет там 300 с чем-то, речь идет 610 домов только по городу Якутску. 653 это с Москвой и с этим, с Маганом. Там уже технологии есть, вот газообтекатели, которые, значит, совместно работают с Я бы все-таки эти... Ага, так, пожалуйста. Ага. Потом... Во-первых, я бы хотел выразить благодарность, что вы пригласили действительно управляющую компанию на такие совещания, да. Но, к сожалению или к счастью, такие совещания у нас начались с 2016 года. И очень много было. Действительно очень много совещаний, много заседаний, круглых столов, это с участием депутатов, не депутатов. Но мы, как Сергей Егорович сказал, мы забыли о собственниках. Информационной работы очень мало. Действительно очень мало. Мы должны на такие совещания, на такие круглые столы наверняка должны были сперва начать с собственников. Сегодняшнее заседание, сегодняшнее совещание, вокруг да около управляющей компании полусилы. Как будто так. За все отвечает управляющая компания. Все виноваты управляющие компании, работники управляющих компаний. А про собственников, вспомнили только на последнем этапе. Поэтому желание тут управляющих компаний провести общую такую работу среди собственников, именно среди собственников. Допустим, да, разъяснительную работу. Допустим, я общаюсь с соседями, да, к сожалению, мой сосед даже не знает то, что это техническое диагностирование. Мой сосед. А я, работая в управляющей компании... Дом новый, наверное. Вот эту, нет, Он и не должен. да. Вот эту проблему знаю, и знаю то, что этот собственник отвечает за все это. А про то, что этот, сосед вообще не знает. И тут я хожу объясняю. Наверняка в средствах массовой информации, начиная с газеты, с бумажной газеты, да, мы должны такую информационную работу вести. Да, не согласен. Я могу представить статистику, сколько раз я в газету выхожу, сколько раз в телевидении. За последний месяц я только 4 раза был на телевидении сам. Вот мои специалисты по сколько раз были. Вот
не выходила в СМИ и разъясняла своим собственникам. Даже в подъездах. Даже, вы Десятые даже эти. своему соседу не рассказали, Да. о чем вы говорите. Нет, вы, то, что позицию неправильно держите, то, что управляющая компания виновата, я тоже ваш не могу это сказать. Я с 2010 года представителя Сахатранснефтегаза не увидел в своей квартире. Ну, значит, не пускаете. Почему не пускают? Не знаете. Уважаемые Не, управляющие ага. компании, вы не забывайте, что вы все-таки влезли в эту историю, да, управлением многоквартирным домом. Вы сами влезли, вы получили лицензию, вы профессиональные игроки этого рынка. Вы на сегодняшний день ответственны, если вы заключили договор управления. Да, все в этом доме. На работу с теми, кто живет, за выполнение обязательств по минимальному перечню и так далее. Вашу обязанность входит инструктировать. Как взять дорожную карту? Завтра я иду к Федорову. Один раз не менее одного раза. Это ваша обязанность. Нет, с ним он будет готовить все А документы. сейчас вы перепишите, Потому что это не надо. бездорожно, о чем говорим. Вот, допустим, газоанализатор. Он отключает. Ну, сейчас, Или как давайте, пожарная хорошо. гудит. Сейчас, 2 минуты. Людям не Давайте объясняют. тогда такое, то, что вот по внеочередному обследованию систем газоснабжения и вентиляции, да? То есть информацию мы заслушали. Так? Что какая-то она проводится. Да. Проверки-то, конечно, в отношении проведены. А нету мониторинга технического состояния в целом по республике или хотя бы по городу. Мгм. Так, что касается установки газоанализаторов существующих МКД, да? Вот Владимир Юрьевич сказал, что у них есть программа, Ну там они наверняка... но не конкретная. Да, деревянные дома. Он сказал, там что там в проект. основном деревянные дома. Но проект, ну такой, сырой чувствуется, Да. без конкретики. Да, да. То есть получается установка газоанализаторов существующих МКД, если вопрос в мере систематически не решается, значит этот вопрос, возможно, будет возложен опять на кого? Ну, На нет, собственников. ну, на собственников, да. То есть, а собственников через кого мы Через воздействуем? управляющую организацию. Да, то есть это мы обратно возвращаемся к управляющим. Нет, ну мы-то организуем. Вот, и третий вопрос, который был, это прохождение инструктажа использования газового оборудования при смене собственника. Это вот кто должен контролировать? Нет. Вот Вообще, по-хорошему... да, собственник квартиры кому платит за газ? Не понял. Вот за газ кому платит? А, нет, это смотря форму управления. Если прямые платежи, то напрямую к нам. Но зачастую львиная доля через управляющие компании. Ну, тогда, значит, этот самый, кто напрямую, он должен проходить у вас, правильно? Вы должны. У вас база данных должна быть. Сейчас вот уже есть личные кабинеты в интернете, им там, у вас есть все это. Тут дело в том, что, ну, не знаю, почему этот вопрос ставится. В принципе, инструктаж все проходят, но если собственник меняется, мы его ловим, когда он приходит нам платить. А зачастую они практически не приходят к нам платить. Управляющие компании платят, мы не видим, что там поменялся собственник. Есть же еще и арендаторы, которых вообще никто не видит. Да. Вот, Собственник договор перезаключить, они его поймают. Правильно, по правильному, да, по закону должен каждый раз проходить инструктаж тот, кто непосредственно живет, даже арендует, да и пользуется этим оборудованием. То есть тогда этот вопрос как может быть решен? Вот смотрите, смена собственника, да, всегда регистрируется где? В одном органе. Это Росреестр. Управляющие компании Регистрация. в течение 5 дней сведения должны И подаваться. возможно обязать вот эти Росреестр, да, уведомлять уполномоченный какой-то орган именно о смене собственника в МВД. Они это за деньги делают. Да. Они Понимаете? бесплатно не Есть делают. единственный Нет, орган, почему? который регистрирует смену собственника. А, да, за деньги. А, Росреестр за Нет, деньги. ну можно же сказать не сведения о собственнике, а произошла смена собственника, а тут уже есть управляющая организация обязана. Не, Нет, это обязанность вообще есть собственника. правила Это пользования обязанность газом в собственника быту, где уведомлять прописано, что управляющую управу компанию должны о всех организовывать изменениях этот по момент. квартире. Ну, Или смене смена собственника, собственника, количество проживающих, увеличение, Так, уменьшение. Нет, ага. вы знаете, И у меня такое мнение складывается к концу нашего круглого стола, что вообще-то местные власти, именно органы местного самоуправления, вообще ни при чем оказываются. С одной стороны управляющая компания, с другой стороны собственник. А где МСУ
Оно хоть прокладкой должно быть между ними. Ну что, ну, нужно разъяснительную работу проводить. Возьмение собственника, значит, тоже. У них есть ДЖО. Вот, кстати, Паспорт, который ведет полы у них паспорт. Вот, и к фонду капитального ремонта какие у нас? Вот то, что он проинформировал, у нас вроде Ну что, вопросов перечень нет. работ включить, я так поняла, вот ремонт, вент. Нет, этот, как включить тень? Ну, Вот, что, то, что в вент не входит, вентиляционное У оборудование. них нет этого. У них нет этого. Ремонт надо включить. Для этого Но это не к фонду же, а это в правительство республики или в Вилтумен надо такое Нет, рекомендовать. перед МинЖКХ надо вопрос. Да, вот перед МинЖКХ. Технический мониторинг это фонд может провести. А Ну, это вообще актуализация то же самое. как фонд будет мониторить, что каналы все, о чем вы Нет, говорите? нет, они этого делать не будут. Единственные за состояние, которое 2 раза в год осматривают, обязаны осматривать. Нет, это управляющие компании же. Да? Да. Они должны давать сведения. Вот, Это где правильно. мониторинг так и осуществляется. Управляющие организации предоставляют сведения о фонд капитального Нет, тогда ремонта. этот просто как бы в перечень работ, которые выполняет фонд, да, добавить им. Просто. Это такое предложение. Рекомендация. Рекомендация. Да. И это, ну, все остальные информации, я думаю, принять к сведению, да, то есть. Нет, все-таки, когда вы поедете на федеральный, да, уровень, пожалуйста, именно вопрос того, чтобы деятельность по газу, да, и вообще исключить из конкурентной среды. Это 410 постановление, да? Да. И расходы на Нет, техобслуживание включить в нет. тариф. Из состава тарифа было выведено разъяснительным письмом Федеральной службы по тарифам в 2005 году. До этого она считалась, что в составе тарифа, и никаких проблем не было. УГСЖН приходил, Вот это вот надо как-то Ага, разъяснить. это как сформулировать правильно? но необходимо вернуть техобслуживание в состав тарифа, и чтобы ГРО, когда 410 впервые выходил, вы, наверное, заметили, там техобслуживание должна проводить специализированная организация ГРО, но Конституционным судом оно было снято, потому что конкурентная среда должна быть и ГРО не должно быть. Но надо понимать, в нашей республике уникальная ситуация, то, что львиную долю техобслуживания держит до сих пор ГРО. Все ГРО после выхода 410 отказались от этого, потому что это большая ответственность, им этого не надо. И везде занимаются это мелкие вот эти бизнесмены. А на сегодняшний день Сахатранснефтегаз, у нас республика маленькая, чтобы нести вот это бремя ответственности, мы стараемся держать. Другие ГРО сами уходят от этого. Они просто поставкой газа занимаются, и никаких ответственностей. С управляющими компаниями не работает, по части проверки, вот никакого головника нету. А мы как раз таки должны сохранить этот момент, чтобы у нас безопасность была. Вот Да, и только тогда специализированные организации. правительство, муниципальные районы, вот город Якутск, что насчет вот информирования собственников и населения. Да, город Якутск более активно должен, наверное, все-таки с управляющей компанией им же тоже помогать разъяснять. Они Да. действительно сталкиваются. И управляющим компаниям тогда мы рекомендуем тоже вот ввести разъяснительную работу. А по вентиляции, вот по 410-му созданию специализированных организаций. Это кому? Это вот надо перед Москвой ставить. Это вот такой вопрос. это надо в общественной палате России. Ага.